Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий Олимпиакос со счетом 91-66 в финальном матче Кубка Гомельского. Баскетболисты ЦСКА выиграли кубок в 9-й раз. Турнир прошел в Москве. ЦСКА выиграл турнир второй раз подряд. Всего теперь на счету армейцев 9 побед в Кубке Гомельского. Нынешний сезон ЦСКА начнет матчем против Красноярского Енисея в единой лиге ВТБ. Встреча пройдет 28 сентября. В Евролиге московский клуб 4 октября встретится с испанской Валенсией. Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, из российских команд победителями становились Химки. Клуб национальной хоккейной лиги «Калгари» заключил контракт с американским нападающим Мэтью Ткачуком. Об этом сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 3 года. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в составе команды. Его средняя зарплата теперь составляет $7 миллионов в год. На драфте НХЛ 2016 года Ткачук был выбран «Калгари» под 6-м номером. В прошлом сезоне он провел 80 матчей, в которых набрал рекордные для себя 77 очков. Из них забил 34 шайбы плюс 43 передачи. Ткачук стал самым молодым игроком в истории Калгари, набравшим 100 очков в НХЛ. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. Московский ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. ЦСКА одержал победу над Владикавказской Аланией со счетом 3-1. Встреча прошла во Владикавказе. ЦСКА смог одержать победу в матче Кубка России впервые сезона 2015 года, когда московский клуб дошел до финала турнира, где проиграл петербургскому «Зениту». ЦСКА выступает в российской премьер-лиге. В турнирной таблице занимает 2-е место, набрав в 10 матчах 22 очка. Алания в профессиональной футбольной лиге занимает 3-е место, имея в активе после 10 туров 19 очков. В 1/8 финала ЦСКА встретится с Уфой, которая в своем матче обыграла «Чайку» из Ростовской области со счетом 1-0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября. Хозяин поля между ЦСКА и Уфой определится с помощью жребия. Австралийский спортсмен Роуан Деннис одержал победу в мужской индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании. 29-летний велогонщик преодолел дистанцию в 54 километра за 1 час 5 минут и 5 секунд. Серебряную медаль завоевал представитель Бельгии. Бронзовая награда досталась спортсмену из Италии. Россиянин Александр Евтушенко занял 42-е место. Евтушенко не сумел завоевать дополнительную квоту на Олимпийские игры 2020 года в Токио, поскольку не попал в топ-10. Деннис является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и 4-кратным чемпионом мира на шоссе, 2-кратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Также на его счету 2 золотые и 2 серебряные медали чемпионатов мира на треке. Чемпионат мира завершится 29 сентября. Московский ЦСКА победил хельсинкский Йокерит со счетом 5-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. ЦСКА одержал 5-ю победу подряд, всего в активе армейцев 8 побед в 10 матчах. Йокерит потерпел 6-е поражение в 9 матчах. В турнирной таблице западной конференции ЦСКА занимает 3-е место, набрав 17 очков. Йокерит идет на 9-м месте, набрав 7 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 27 сентября, а Йокерит примет екатеринбургский «Автомобилист» днем позднее. Завтра Министерство спорта Якутии приглашает на общереспубликанский день приема граждан в рамках празднования Дня государственности республики, сообщает пресс-служба министерства. Прием будут вести министр по физической культуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев и первый заместитель министра Семен Чердонов. Записаться на прием и получить консультации по вопросам проведения общереспубликанского дня приема граждан можно на сайте министерства или по номеру телефона 507 536. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.